Я рада приветствовать зрителей и слушателей канала iNews, Ичкерия News. Мы находимся в Киеве, в Украине, в офисе представительства Чеченской Республики Ичкерия в Украине. И я нахожусь в кабинете премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Ахмед, добрый день. Добрый день, добрый день. Очень здорово, что была такая возможность приехать в Киев, в Украину, встречаться с людьми, с друзьями, с политиками. И на этом фоне пришла новость, что в Чеченской Республике, оккупированной Россией, в Грозненском суде принято решение, суд постановил признать Чеченскую Республику Ичкерия, то есть государство, террористической организацией, а также признать террористическими организациями все 29 представительств в 14 европейских, западных, скажем, странах. Ахмед, прокомментируй, пожалуйста, эту новость, почему в такой форме пришла эта новость, почему постановление охватывает, не просто упоминает, как обычно они это делали, террористические организации, связанные с чеченцами за границей или еще как-то, а сказано прямо с 91 года. Это означает, что они имеют в виду именно момент основания, провозглашения независимого государства Чеченская Республика Ичкерия, которую они позже, после 2 войн, оккупировали. И эта новость приходит накануне 30 лет убийства Джохара Дудаева, первого президента Чеченской Республики Ичкерия. И к этому мы вернемся позже. 23 апреля в Варшаве будет конференция, которую организует правительство Чеченской Республики Ичкерия. Но просто интересно, почему они сформулировали вот таким странным образом. Ведь они таким образом как бы подчеркивают, подсвечивают именно государство Чеченская Республика Ичкерия. У меня есть 2 комментария. Первое. У нас был бытность Советского Союза. В Чечне был обкоме партии, было управление, атеистическое управление обкому партии. И там был один товарищ, который каждый месяц, перед тем, как начинается месяц Рамадан, Ураза, он садился по телевидению и начинал говорить, вот завтра с такого-то времени начинается Рамадан. Но я вас прошу, не заставляйте детей держать уразу, сами не держите уразу, питайтесь нормально, и так далее, и так далее, и так далее. Когда Советский Союз развалился, он-то остался в республике, и ему задали вопрос, как ты себя чувствуешь, почему ты, зачем ты это так делал? Он говорит, если бы я тогда не напоминал бы людям, что вот наступает Рамадан, многие люди могли бы и не знать. И поэтому, в общем-то, все, что я делал, была и польза для верующих людей. Точно так же сегодня те, кто судья или Шейх Мансурского суда, который вынес вот это решение, я думаю, что он чеченцам напоминает, что с 91 года была Чеченская Республика Ичкерия, независимое государство. Он разъясняет, что с этого времени, по какое-то время, сегодня уже Чечня находится под российской оккупацией, что они попытались ликвидировать. А если серьезно, конечно, это результат нашей работы нашего правительства, моих соратников, членов и Государственного комитета деоккупации, и членов правительства, которые все эти годы, и, конечно, весь чеченский народ, который в 2 войнах потерял более 300 тысяч людей, погибли, отстаивая позицию и территорию этого государства как независимое. И вот сегодня война в Украине, и та работа, которая делается нами, и теперь уже, которая делается несколько лет уже подряд вами, Андрей и Инна, сегодня они понимают, что как бы что бы ни произошло, мы сохранили правовую основу этого государства. Теперь уже надо попытаться ее
разрушить или заклеймить, или засудить каким-то образом, раз они ничего не могут сделать с этим. А в общем-то, цинизм в чем заключается? Вот методы, которые русские используют над своими жертвами. Мы помним, еще чекисты в свое время родственников вынуждали выступать против членов семьи, жену, детей, когда кого-то объявляли врагом или преступником, или врагом народа. А потом это применилось, начали применять уже после Первой русско-чеченской войны. У нас были те, кто участвовали в этой войне, добровольцы из Украины были. И вот украинцев, которые участвовали в Первой русско-чеченской войне на стороне чеченцев, они вынуждали чеченцев выносить приговоры этим людям. Страшные приговоры на 20 лет, на 25 лет. Вот в этом был весь цинизм. И я говорю, и в этом случае тоже есть, что сами чеченцы выносят приговор или называют свое государство террористическим. Ну, кто и что за этим стоит. А для нас это что? Для нас это то, что мы, значит, делаем все правильно. Значит, нам нужно продолжать. И люди помнят, и мир помнит, и они сами знают, что они нас не победили. Пока есть люди, которые будут настаивать и говорить о необходимости восстановления и деоккупации нашей страны, значит, они не победили. А пока существуют официальные структуры власти, в лице правительства, в лице Государственного комитета деоккупации, будут люди, которые будут требовать восстановления и деоккупации нашей страны. Поэтому все, кто сегодня выступает против института власти, не против Закаева, не против моих соратников, а против института власти, которая сегодня формируется и как в правительстве Чеченской Республики, и так же, как в государственной деоккупации, эти люди, которые работают на русских, льют воду на мельницу России, на мельницу тех преступников, которые ликвидировали, уничтожили более 300 тысяч чеченцев в этих двух войнах. Поэтому это не борьба, я имею в виду тех, кто сегодня выступает против ГКД и против правительства, это не борьба с нами, с членами этой структуры, это борьба с идеей независимости. Пока мы есть, существует идея, и она будет существовать до тех пор, пока она не будет снова реализована. И все идет к этому на этом этапе и в данное время. И поэтому все, что бы они ни делали, и они это понимают, это как бы агония тех, кто сегодня наблюдает за этими процессами. Они не могут ничего сделать, они не могут это предотвратить, хотя бы таким образом попытаться дискредитировать это и напугать людей, которые поддерживают наши структуры, там так четко и сказано, привлекать к ответственности не только членов этих организаций или этих структур, но и тех, кто их поддерживает. Вот для чего это было сделано. А для нас это сегодня очередной раз большой стимул, чтобы мы продолжали делать то, что мы делаем. Это два мира. Конечно, оккупированная территория Россией, там происходят свои процессы, и совсем другие процессы происходят сегодня в Украине, в Киеве. Это, несмотря на страшную войну, здесь сегодня такой глоток свежего воздуха, когда смыслы, когда понятия восстанавливаются, когда находят друг друга люди, которые годами были введены в заблуждение, вот они здесь встречаются и начинают разбираться, а как же мы думали вот об этом, а почему мы думали почему мы не знали. И вот, например, сегодня произошла только что встреча в офисе Ичкерии, знаменательная встреча с депутатом Бундестага немецкого. Что ты вынес из этой встречи? Какую готовность? Почему сейчас Ичкерия является таким субъектом интересом и объектом интереса для европейских политиков здесь, в Украине? Инна, ты как бы являешься живым свидетелем, что и как происходило
5 лет назад, 6 лет назад, вопросы, связанные с Ичкерией, с Чеченской республикой Ичкерия, с Грузией, они совсем в другом контексте рассматривались, к большому сожалению, ведущими европейскими политиками. И мы видим, насколько и как серьезно изменилось их отношение. И, конечно, для того, что вот у них это выпало из их жизни, из их памяти, потому что и у них не остался никакой осадок, что это было. Ну, они видели войны, там, видели жертвы этой войны, но не придавали этому и не пытались понять, в чем корень этой проблемы. И они увидели, что из их жизни выпал какой-то определенный этап времени, где происходили самые ужасные процессы, которые привели к сегодняшней ситуации. А пока не разобравшись с тем, что и почему это было, вряд ли можно противостоять тому, что происходит. Потому что, чтобы знать, нужно знать причинно-следственную связь. И если ты ее теряешь, ты не можешь найти правильное решение. Мне кажется, это с этим связано. Интерес к нам, к нашей работе и к тому, что произошло с нами, они пытаются это уже узнать с первых, как говорится, уст, да, и пообщаться, и высказать свое мнение, и задавать вопросы, почему ты видела, да, какие интересные вопросы были, и какие многие вопросы его интересовали, касающиеся, в общем-то, широко геополитические вопросы, которые задавались уже, казалось бы, представителям Чеченской республики Ичкерия, маленькая республика, которую весь мир в свое время предал. Ну, это очень показательно и очень важно. И мы с тобой, кстати, первые дни еще, когда мы зачитывали первое заявление 25 февраля 2022 году, мы уже прогнозировали, как, возможно, будут развиваться события, что Украина станет лидером демократического мира. И вот это и есть то, о чем ты говоришь. Почему сюда съезжаются все? Почему здесь обсуждают все эти вопросы? Здесь опасно, здесь бомбят, здесь в любой момент может произойти все, что угодно. Но, однако, несмотря на те удобства, которые люди лишают себя, они приезжают сюда и начинают здесь искать ответы на эти вопросы. И мы сегодня находимся здесь с первых дней практически, когда мир уже начал осознавать, что произошло, что происходит. И поэтому, я думаю, это и важно. Украина действительно стала, несмотря на то, что она ведет войну, несмотря на то, что находится в тяжелейших условиях, Украина стала лидером демократического мира. И все проекты, которые предусматривают на улучшение общей ситуации и в Европе, и в мире, практически обсуждаются и принимаются эти решения здесь или связанные с событиями здесь. В эти дни будет много встреч с политиками, с официальными лицами, с представителями Верховной Рады Украины, с представителями Офиса президента. Не будем всех карт сейчас раскрывать, но будет еще одна очень важная, существенная встреча здесь тоже в офисе с президентом антиимперского блока народов паном Олегом Медуницей. Ты упомянул, что атака на орган государственности Ичкерии никак не связана персонально с Ахмедом Закаевым или еще с кем-то. Это именно атака на государство и на независимость. И все, что прошел перед этим антиимперский блок народов как носитель именно государственности Украины, когда она была оккупирована Советской Россией, все это время вот этот институт государственности Украины, он хранил все свидетельства, все доказательства работы Москвы против независимой Украины в экзиле. И надо изучать эти все документы, надо изучать эти протоколы внедрения, надо изучать способы атаки на правительство в экзиле для того, чтобы сегодня было как на ладони понятно, потому что методы вот этих спецслужб российских, внешней разведки, работы вне России, они чрезвычайно важны именно для понимания и для того, чтобы предупредить какие-то провокации против правительства Чеченской Республики Ичкерия. Как ты думаешь, насколько вот
этот аспект важен, взаимодействие вот с такой организацией, которая буквально пронесла с тех опасных времен, когда тоже дискредитировали их лидеров, тоже называли террористами, нацистами. Люди боялись вообще подойти к имени, да, Степана Бандеры или Ярослава Стытько. И точно так же вот эта же схема перенесена сегодня на лидеров Ичкерии. Насколько важно вот это взаимодействие и вот работа именно по этим документам? Спасибо, Инна, и за вопрос, и за то, что ты коснулась этой очень важной темы. Когда мы говорим о том, что последние 30 лет, начиная с 1994 года, что мир как бы дистанцировался от трагедии, от проблемы, связанной с Чеченской Республикой, это не распространяется на эту организацию. Они никогда ничего не забывали, ничего не пропускали, и они всегда были в процессе и пытались противостоять вот всем этим человеконенавистнической идеологии и политики, которая исходила от империи, Российской империи, несмотря на то, что она меняла формы, там, царская на советскую, советскую на псевдодемократическую, но эта империя, она по своей сути оставалась империей. А эта организация, антиимперский блок народов, он существовал всегда и пытался противодействовать этому. И именно они первые, кто окликнулись на чеченскую трагедию еще тогда, в те годы, и наблюдали, и принимали участие и в военных, и в политических акциях, которые должны были способствовать или помочь поддержать чеченцев и Чеченскую Республику. И поэтому через что они прошли, и то, что сегодня происходит с нами, это в принципе параллельные процессы, да, потому что источником этих проблем, которые создаются и преследуют вот представители и антиимперского блока, и чеченского правительства, это одна и та же страна и одна и та же система, которая меняла формы, но не меняла своей сути. Поэтому важно с ними общаться, с ними работать, и важно очень многому у них научиться. Потому что даже мои соратники, наши близкие соратники, которые считают, что по отношению к ним поступают несправедливо, а вот пообщавшись с ними, они понимают, насколько эти методы сохранились еще с того времени. И уже человек начинает себя чувствовать, я не один, оказывается, это не только я, началась еще оттуда, и люди выдержали все-таки, и сегодня у Украины есть свое независимое государство, пусть они находятся в состоянии войны, но есть государство, Украина, с которой считается сегодня, без преувеличения, считается весь мир. Кто-то их поддерживает, кто-то против них выступает, но нет ни одной страны, которая равнодушна к тому, что происходит здесь. Это очень важный момент. И поэтому нам очень важно и очень необходимо общаться и работать, и взаимодействовать с этой организацией, потому что они тоже сегодня еще находятся в состоянии войны, точно так же, как и мы. И мы вместе должны находить выход из этой ситуации. И мы вместе должны приобщать людей к этой проблеме, противостоять этой проблеме, создавать какие-то блоки, движения, партии и вместе двигаться и отражать и российскую агрессию, военную агрессию, и их идеологическую агрессию и борьбу, которую они ведут в информационном пространстве. И поэтому нам очень важно, и мы будем с ними взаимодействовать, и взаимодействовали, и мы очень признательны, что они в свое время были единственные, кто поддерживал нас в нашей трагедии и в нашей борьбе. В Варшаве вот только что Ислам Юлакиев сделал замечательный анонс того, что будет очень важное событие, приуроченное памяти первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, убитого 30 лет назад российским государством.
И 23 апреля в Сейме Польши в Варшаве состоится конференция. И недаром вот эта новость, которая пришла от ФСБ России, что государство Чеченская Республика Ичкерия признана террористом, эта новость пришла прямо накануне нашей конференции. Те, кто сегодня освещает события, идущие и которые мы планируем, это очень важно. Для нас этот год, 26-й год, это 30 лет назад был убит национальный лидер Джохар Дудаев. Фигура такого планетарного масштаба, скажем так, без преувеличения, потому что те его предсказания, как будет ситуация развиваться, если они остановятся, они практически все сбылись. И за ним сегодня это признано. Весь мир признал правоту его высказываний, и что те, кто тогда могли вмешаться в ситуацию и изменить ход истории, они это не сделали, и они сегодня, кто-то молчит, а кто-то и извиняется. У меня, допустим, была встреча в Сейме, в Литовском Сейме, бывший, не буду сейчас называть его по имени, бывший министр иностранных дел того периода, он буквально обратился ко мне с извинениями за то, что они в свое время сделали очень мало или практически не сделали ничего, чтобы предотвратить эту трагедию. И он не единственный. И поэтому сегодня очень важно напомнить миру, всем, кто наблюдал за всеми этими процессами, что без пафоса, что никто не забыт, ничто не забыто. А когда ты изучаешь историю, из нее нужно извлекать уроки из этой истории и попытаться сделать так, чтобы и люди помнили, и люди знали, и потомки наши как бы были готовы к тому, что произошло. А с именем Джохара Дудаева связано, конечно, очень многое. И поэтому мы в самом начале года мы провели заседание и приняли решение, постановление, создали оргкомитет, что в течение года по всему миру мы будем проводить мероприятия, посвященные этой трагической дате гибели Джохара Дудаева. Начнется это с Украины. 21-го, день гибели Джохара Дудаева, будет открыт мемориал во Львове. Потом 23-го будет конференция в Варшаве, в Сейме. 25-го будет в Мюнхене тоже событие, посвященное вот этой дате. И весь год мы планируем проводить ряд мероприятий. И поэтому я хочу обратиться сейчас к ближайшим и к нашим соратникам, и к нашим соотечественникам, и тем, кто действительно, кому не безразлична судьба и будущее и европейского континента, и всего нашего человечества, без преувеличения, нужно сегодня осознавать и признавать то, что мы в свое время не заметили и пришли сегодня к пропасти. Мир сегодня стоит у пропасти на самом деле. А кто-то говорит, что начнется Третья мировая война, кто-то говорит, что она началась, Третья мировая война. А вот вопрос, как и чем это закончится, этого никто не знает. Но я знаю и твердо уверен в том, что до тех пор, пока будет существовать Россия как империя зла, которая будет представлять угрозу всему миру, ни о какой стратегической стабильности в мире речи быть не может. И поэтому и жизнь Джохара Дудаева, и других лидеров, национальных лидеров, из Виада Гамсахурди, и других, была посвящена вот именно тому, чтобы противостоять и изменить ход истории, изменив саму суть этой империи, то есть децентрализовав эту страну. И поэтому и эта задача не изменилась. Если мы хотим спокойного мира и спокойного будущего, то мы должны добиться того, чтобы эта страна перестала существовать как империя. И в первую очередь в этом должны быть заинтересованы сами русские. Не те, которые сегодня в Европе бегают и говорят, и угрожают всему миру. Ты видела сегодня, да, с депутатом, что как только начинаешь говорить о необходимости деколонизации или освобождения региона, они сразу говорят, все, если вы это сделаете, наступит хаос. Они якобы против
против Путина, но не против этой системы, которая порождает каждый год или каждую эпоху Путиных. Эти Путины были востребованы тем, что существует вот эта территория, которая называется как империя. По-другому она не как империя, она не может просто существовать в этих границах. Она может существовать только как империя. И поэтому мы должны сделать так, чтобы она перестала быть империей. И русские, в первую очередь, освободятся от этого ужаса, который навязывает им вот эта так называемая система, которая отражает и пытается сохранить вот эту территорию как империю, как угрозу для всего человечества, для всего мира. Конференция называется «Джохар Дудаев. 30 лет памяти». Эти 30 лет памяти, туда входит все. Все, что произошло не только в Чеченской республике, но все, что произошло в мире и где мы оказались спустя 30 лет. И во многом, давая ответы на то, почему это произошло, можно выйти из этой ситуации с наименьшими потерями, которые могут привести к тотальному исходу вот всего и вся. И поэтому это очень важно.